Стенопись, фреска или монументальная живопись. Иконописцы по-разному трактуют нанесение образов на купол и барабан храма. Но главное не название, а сохранение канонической последовательности в расположении фигур, композиций и их привязанности к архитектуре церкви. 4 человека из иконописной мастерской традиционного изготовления православных икон города Чистополь Республики Татарстан ведут работы на высоте 12,5 метров. Для начала пространство разделили на ярусы, чтобы высчитать соотношение высоты и роста фигур. Затем нанесли карандашный эскиз, а уж потом приступили непосредственно к самой росписи. К слову, краски для этого используются долговечные. Используются фасадные акриловые или фасадные силикатные. То есть разные материалы. Силикатные более долговечные считаются, то есть более, но они на порядок дороже, то есть 10-кратно дороже. Хотя и акриловые краски сейчас, которые мы пишем, они тоже по немецким технологиям и разрабатываются теми же мастерскими, которые изготавливают и силикатные краски. То есть поэтому связующий здесь акрил, но по составляющим, по характеристикам очень схожи с силикатными красками. И самое главное, что они должны краски сохранять паропроницаемость, то есть дышащую поверхность. Конденсат впитывается благополучно в стены, и то же самое стены также благополучно эту влагу отдают. Если стены дышат, то тоже красочный слой не шелушится. Краски наносятся в 2-3 слоя, затем закрепляются лаковым покрытием. У каждого иконописца своя техника росписи. Одни детально прорисовывают свет и тени, другие особое внимание уделяют первоначальному эскизу. Но абсолютно все сходятся в едином. Важно при работе иметь чистые помыслы. Если ты православный человек и имеешь страх Божий, то ты понимаешь, что ты делаешь, во-первых, да, то есть ты понимаешь, что это молельные образа, что на них будут молиться люди, а второй, ты находишься на высоте, и ты как бы так, инстинкт самосохранения, я бы даже так сказал, потому что, то есть, за дурные мысли Господь может и вразумить шалбаном, понимаете, а когда ты на высоте 10-12 метров, как бы вольно-невольно ты контролируешь свои помыслы. И, то есть, как бы так, довольно-таки в собранном состоянии, это во-первых. Ну, а во-вторых, работа, она же творческая, там не просто мы что-то берем из головы тогда, то есть, как осенило, то и пишем. То есть, мы постоянно прорабатываем, постоянно находимся в работе, то есть, именно сочетание цветов какие-то там, да, вот такие проекты. Поэтому, кроме как о работе и о постоянном вот именно молитвенном обращении помощи Божией, то есть там других мыслей нет. Подобная роспись – дело дорогое. Создание фрески обойдется почти в 1 000 000 рублей. Идею монументальной живописи удалось воплотить благодаря неравнодушным людям и пожертвованиям прихожан. Роспись храма – это помогает нам, христианам, увидеть всю как бы церковь в полноте, небесную и земную, то есть небо и земля едины. И наверху, как обычно расписывается, то есть изображаются пророки, апостолы, изображаются святые, которые жили уже вот последние 2000 лет в бытие христианской церкви. То есть мы вместе со всеми святыми. Это самое главное, то есть что? Единство. А когда есть единство, есть и любовь. Работу иконописцы планируют завершить в первых числах сентября, после чего прихожане смогут воочию лицезреть храмовую живопись во всей красе. И в неустанной молитве они будут вглядываться не в белые стены, а в умиротворенные лица святых. Елена Афанасьева, Радмир Синглов, Гульвина Раскильдина, телекомпания СТВ.